Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Смотрите в этом выпуске. В тушении пожаров принимает участие гражданское население. Якутлесресурс разъяснил вопросы по мобилизации. Национальный парк Ленские столбы временно приостановил посещение экскурсионно-туристических объектов. Жителям алмазной столицы катастрофически не хватает места для отдыха этим летом. Национальный парк Ленские столбы временно приостановил посещение экскурсионно-туристических объектов в связи со сложной пожарной обстановкой на территории парка на неопределенный срок, сообщается на странице в Инстаграм Национального парка Ленские столбы. Директор парка Аркадий Семенов добавил, что ситуация под контролем, и попросил жителей и гостей республики отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Всего же на территории республики действует 323 лесных пожара. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сообщил Дмитрий Садовников. За последние сутки обнаружено 36 новых очагов. Огонь охватил уже более 1 миллиона гектаров. В зоне контроля находится 206 точек возгорания. На местах работает 2715 человек и 350 единиц техники. По-прежнему сложной ситуация остается в Горном и Хангаласском районах. Пожары у нас есть на территориях особо охраняемых. Это как Ленский столбы, да, парк, и Алепинский государственный заповедник. Надеемся, что вот с погодой мы число локализованных и ликвидированных добавим. Якутлесресурс разъяснил вопросы по мобилизации населения для тушения лесных пожаров. Призывы к мобилизации людей активно ведутся через соцсети. Мы искренне благодарим общественников и неравнодушных граждан за такую помощь и хотим разъяснить о порядке мобилизации граждан. Самостоятельно выезжать на пожар, не уведомив ответственные органы, категорически запрещается, говорится в сообщении. Так, для участия в тушении лесного пожара необходимо подойти с документами. Это паспорт, СНИЛС, ИНН и банковские реквизиты в администрацию муниципального наследия или обратиться в филиал Якутлесресурса. Приступать к непосредственному выполнению работ можно, только получив необходимый инструктаж и задание от руководителя тушения пожара. За месяц работы на тушении пожаров в Якутии авиатехники МЧС России воздушными судами Б-200 и Ми-8 было сброшено около 4000 тонн воды. Напомним, самолет-амфибия Б-200 МЧС России работает в республике больше месяца. Он прибыл 6 июня по заявке главы Якутии Айсена Николаева. Также по заявке главы региона на прошлой неделе дополнительно в Якутск были направлены 3 вертолета из других регионов Дальнего Востока. Как сообщили в МЧС, с начала июня самолетом Б-8 и вертолетами Б-200 и вертолетами Ми-8 было сделано 746 сбросов. Налет воздушных судов составил 173 часа 49 минут. Вылеты совершались в Сунтарский, Усть-Майский, Усть-Алданский, Мирнинский, Нюрбинский, Тампонский и другие районы Якутии. Б-200 постоянно базируется в Мирном, вертолетный парк в Якутске. Тем временем в Якутии ведутся работы по тушению 90 лесных пожаров на территории 19 районов. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 450 гектаров. Об этом сообщили в ходе проведения комиссии по чрезвычайным ситуациям по борьбе с лесными пожарами с главой региона Айсеном Николаевым. По итогам обсуждения глава Якутии поставил задачу в ближайшую неделю максимально сократить число лесных пожаров. Необходимо воспользоваться тем, что на большей части республики, в частности в Западной Якутии, установилась прохладная погода и прошли дожди. Илдархан поручил полностью ликвидировать небольшие пожары, а также максимально локализовать большие. В ближайшие сутки самолет Ан-26 для искусственного вызова осадков должен работать в Горном районе, в районах Западной Якутии, а затем в Усть-Майском районе. Айсен Николаев отметил, что группировка по тушению пожаров с задачами справляется. Не допущено распространение ни одного пожара на населенные пункты. Он констатировал, что ситуация складывается лучше, чем в прошлом году, несмотря на то, что в прошлом году погодные условия были более благоприятными. Мы видим здесь, что ситуация существенно все-таки улучшилась за последние недели по сравнению с тем, что было еще где-то месяц назад. Большую роль сыграла и авиация МЧС, самолет Б-200, который и сегодня базируется здесь в Мирном, и вертолеты МЧС, и, конечно, хорошая работа оперативных штабов, привлечение сил Федерального резерва, очень активная работа местного населения. Это все позволило здесь ситуацию сегодня стабилизировать, хотя, конечно, вот есть несколько крупных пожаров, в том числе вот и Сюльдюкарский, но
самое главное, что благодаря хорошей работе работников лесоохраны, Федерального резерва сегодня угрозы населенного пункта Сюльдюкар нету, но проводятся дальнейшие профилактические работы, в том числе отжиг встречный, для того, чтобы эта угроза вообще была минимизирована. В целом, конечно же, ситуация по Западной Якутии, она пока нормальная, но вместе с тем надо достаточно серьезную работу в районах провести по локализации и тушению тех пожаров, которые еще остались, потому что вот после того охлаждения воздуха, которое было в эти дни, мы ожидаем, что уже со следующей недели опять придет жара. Так и, конечно, возникновение сухих гроз с соответствующими пожарами тоже вполне в себе может произойти, и для этого надо сейчас очень серьезную работу провести оперативным штабам на местах, чтобы нейтрализовать эту угрозу. В рамках рабочего визита в город Мирный глава Якутии Айсен Николаев и депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова провели круглый стол с активистами проекта «Народный актив», созданного на базе общественной организации «Якутия. Территория развития». Открывая его, Елдархан обозначил, что целью круглого стола является создание прямого диалога между жителями, недропользователями, органами местного самоуправления, республиканской и федеральной властью. Как отметил Айсен Николаев, главное на сегодня – это определить первоочередные задачи для развития каждого населенного пункта Мирнинского района. Галина Данчикова, в свою очередь, рассказала о результатах работы в Государственной Думе. Она отметила, что в своей деятельности всегда придерживается двух направлений. Это активная работа с избирателями и тесное взаимодействие с главой республики, правительством Якутии и Государственным собранием Илтумен. Во время круглого стола прозвучали ответы на широкий круг вопросов, которые сегодня волнуют жителей района, в том числе по благоустройству городских территорий и системе образования. Перейдем к эпидобстановке. На 10 июля выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе город Якутск 53 случая, Нерюнгринский район 9, Алданский район 8 случаев, Мирнинский район 6, Вилюйский 5, Мегино-Кангаласский район 3 случая, Ленский район 2. Единичные случаи заражения выявлены в таких улусах, как Верхневилюйский, Жиганский, Намский, Оленёкский, Сунтарский, Тампонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский. За сутки лабораториями республики проведено 2852 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 212 363 теста. Получили первую вакцинацию 234 094 человека, вторую 182 130 человек, в том числе 40 628 жителей старше 60. Тем временем 9 июля было зарегистрировано максимальное количество людей, получивших прививку против новой коронавирусной инфекции за весь период вакцинальной кампании в Якутии. За день получили прививку 6648 человек. Лидерами за сутки являются город Якутск, в котором вакцинацию против коронавирусной инфекции получили 2060 человек. Далее Нерюнгринский район, там 1145 человек, и Вилюйский 987. Тем временем акция «Стоп коронавирус Якутия» по стимулированию вакцинации и поощрению привившихся граждан стартовала в республике. В ней могут принять участие граждане России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Якутии. Акция проводится в двух видах: еженедельная. В ней принимают участие лица, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 в соответствующий недельный период с 6 июля по 30 августа. Каждый вторник с 7 до 8 утра в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» будут объявлены два обладателя смартфона. В финальной акции принимают участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 с момента начала вакцинации в стране по 30 августа. Имена трех обладателей сертификатов на автомобили «Нива» будут оглашены в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» с 7 до 8 утра на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» 31 августа. Тем временем стали известны имена лучших в якутских прыжках-кобах. Среди женщин победила представительница Мегино-Кангаласского района Анна Лыткина, показав результат 19 метров 70 сантиметров. Серебро завоевала Диана Адаська из Якутска с результатом 19 метров 25 сантиметров. Третье место – Любовь Унарова из Горного района. Ее результат 18 метров 89 сантиметров.
Среди мужчин лучшим стал Андрей Васильев из Статинского района, показав результат 43 метра 9 сантиметров. Второе место занял РЛ Тихонов из Нюрбинского района. 40 метров 53 сантиметра, а бронза досталась представителю Горного района Каю Адамову. Его результат 39 метров 35 сантиметров. Тем не менее, Кай Адамов стал абсолютным чемпионом по якутским прыжкам. За победу ему присудили суперприз – автомобиль. Вторым стал Андрей Васильев из Статинского района. Нюргун Сокольников из команды Северо-Восточного федерального университета занял третье место. Среди женщин в троеборье победила Диана Адаська из Якутска. Серебро досталось Адне Лыткиной из Мегино-Кангаласского района. Бронза – Любови Унаровой из Горного. По статистике, взрослый человек должен в день ходить не менее 10 тысяч шагов. Если зимой сделать это проблематично из-за холода, то летом вполне. А можно и вовсе совместить приятное с полезным, погулять с детьми, с родными и нашагать дневную норму. Наша съемочная группа поинтересовалась у мирнинцев о любимых местах отдыха и прогулок. Оказалось, их не так много, как хотелось бы. Материал Анны Винокуровой продолжит эту тему. У якутян есть всего 2 месяца, когда, не боясь холода, можно провести время на улице и погулять в свое удовольствие. Но что делать, если на город с населением почти 40 тысяч человек есть лишь 2 общественных места? Это показал опрос жителей. Гуляем, но в основном ходим в парк, потому что это единственное место, где можно погулять с ребенком. Парки. А кроме парка где? Ну, больше нигде, где гулять. Можно было на речку сесть, у нас нету ничего здесь. С детьми гуляем в парке, там по магазинам еще. Больше некуда ходить. Сквер возле фонтанов. Прекрасное место. Городской парк. Опять-таки же городской парк и все. А опрос в социальных сетях медиакомпании «Алмазный край» тоже показал потребности мирнинцев. Пора решить вопрос о пляжной зоне отдыха. Не у всех есть возможность посетить Чуаналыр и Майский. Раньше у нас были места, где можно искупаться, освежиться в жару. Решите этот вопрос. Напротив темпа снесли дома. Сделать парковую зону или для ребятишек аттракционы. Парк аттракционов было бы круто. Если строительства парка аттракционов в алмазной столице в перспективе нет, то пляж в черте города вполне может появиться. По плану уже в следующем году мирнинцы должны купаться и проводить свое время здесь, на берегу реки Ирилях. Работа по строительству городского пляжа с зоной отдыха должны завершиться в этом году. Но пока здесь пустырь. Не только пляж, но и несколько общественных пространств, детская и спортивная зоны, площадки для мероприятий, фудкорт. В следующем году должно уже появиться какое-то интересное общественное пространство. Вообще, конечно, работы должны быть завершены в этом году. Но посмотрим, как вот по срокам, потому что у нас очень короткий строительный сезон. Приобрести нужно, привезти в город материалы. В этом году в алмазной столице снесли несколько аварийных и ветхих домов. На их месте могли бы построить места отдыха и желанный горожанами парк аттракционов. Но планы по обустройству этих мест другие. Анна Винокурова, Александр Еремин, Кирилл Шолохов, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». На этом выпуск новостей завершен. Оставайтесь с нами.